После полудня участники акции протеста, ветераны села Адзюбжа и поддерживающие их представители партий и общественных организаций республики стали собираться на площади у драмтеатра. Начался митинг, в ходе которого протестующие высказали свое мнение по поводу сложившейся ситуации в стране. В таком инциденте нужно было просто-напросто сказать два слова ветеранам, и все было бы нормально. И все бы разъехались по домам, но нет. Тут была просто направлено, целенаправленно действие органов внутренних дел направлено на то, чтобы подавить, как говорится, мысли Гарика Кокая, не дать ему дальше разговаривать, который с момента экономических этих сходов, что шло, и наконец 30-го она вылилась такое избиение 30 сентября. Поэтому со стороны представителей села Адзюбжа вам большое спасибо, что так стоите рядом. Но у нас ждут еще большие дела, так что не надо расходиться. Вы видели между нами парк, разделяющий один народ. Народ, которого обманули, народ которого заставили. Я даже случай один расскажу. Моя родственница, 75 лет, старушка, ученица, ее привезли. Насильно сказали, или поедешь, или сработай с ними. Он там собрал их, сделал живым щитом, и сегодня, когда они разойдутся, половина они начнут умирать. А так как у нас медицина на высшем уровне, у нас понятно, что мы этих стариков, наверное, половину уже не спасем. Но это был для него живой щит на сегодняшний день. Сегодняшний день исторический тоже день. Но я хочу одну маленькую хорошую новость, с нее начну. Несколько дней назад в селе Ацы, в парке Львов, там есть парк Львов, родилось несколько львят. Я сейчас скажу, как это связано с нашим сегодняшним мероприятием. Здесь до меня выступающие говорили о том, что в администрации президента сегодня, как обычно, помимо ветеринаров, еще привезли и учителей. Оградили администрацию президента железным забором. У меня какое предложение. Я не знаю, можно его включить в резолюцию или нет. Попросить в ААЦ этих львят, может еще пару взрослых львов, пустить этих животных внутри этого ограждения. Плюс к этому еще пускай выроют ров, запустят туда крокодилов. Мои соратники, наши организации, все политики, которые стоят здесь, мы говорим о том, что нам надоели уже перевороты, нам не нужно накалять обстановку, это все опускает наше государство. Но я еще раз обращаюсь к главе государства. Не надо недооценивать ситуацию. Не хочу никого обижать. Некоторые его предшественники недооценили ситуацию и вовремя не пошли навстречу своему народу. И тогда ни Адгур Арзынба, ни кто-то еще людям не сможет сказать «стойте», потому что народ это здесь, в Абхазии, не Аслан Бжаня, не Адгур Арзынба, ни кто-то еще хозяин этой страны, а народ Абхазии. Я просто хочу сказать, я как депутат парламента не остался незащищенным, тогда как может доказать обычный гражданин свою правоту или свою правду, или защитить свои права. В такой ситуации, в такой системе это очень сложно сделать. И я не хочу с этим мириться. И все ситуации, которые связаны с Министерством МВД, они до этого тоже происходили. Кто-то считает, может, что мы на них не реагировали, но мы каждый раз старались на это реагировать. Я считаю, что было нарушение прав гражданина Республики Абхазия. Мы говорим о ветеранах, а почему мы не говорим о гражданах Республики Абхазия, о молодежи, о старших, младших?
Сегодня даже как-то стала традицией, если большая фамилия, значит, его нельзя трогать. А почему так? Вот. Почему к этому вопросу мы подходим? Вот как герой Абхазии, как командир батальона, не защищен ни в чем государством, самом даже в обществе. О чем мы сегодня говорим? Через конфликт сближение. Ну, бывает такое. Иногда это очень даже оправдано. Как нетрудно бывает примиряющимся сторонам. А у турков известна грубо звучащая народная поговорка. Пока друг другу морду хорошо не набьют, друзьями станут. Участники акции приняли резолюцию, в которой подтвердили свое требование об отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Единственным способом стабилизации ситуации, возвращения ее в правовые рамки по-прежнему является отставка министра Дбар и справедливое разрешение инцидента. Если президент и дальше во главу угла будет ставить не вопросы законности и справедливости, а свои личные политические договоренности, будет и дальше идти на резкое обострение внутриполитической ситуации, вся ответственность за эскалацию напряженности в обществе целиком и полностью ляжет на него. Призываем все общественно-политические силы страны в этот непростой для нас час объединиться в преддверии парламентских выборов для защиты интересов будущего Абхазии. Участники акции направили делегацию к президенту Аслану Бжане. К главе государства от митингующих направились Виталий Габня, Зураб Кукая и Валерий Ман. Встреча с Асланом Бжане, в которой принял участие премьер-министр Александр Анкваб, проходила около 2 часов. Алика Трапш, Михаил Братухин, Рамо Камки, Абхазское телевидение.